Хорошо. Еще раз приношу свои извинения за то, что беспокоим вас в столь поздний час, но дело очень важное, касается вашей финансовой безопасности. Оставайтесь на линии менее 1 минуты. Сейчас система начнет сканирование вашего личного кабинета. Да, благодарю вас за столь длительное ожидание. Произвели сканирование вашего личного кабинета, никаких сторонних операций по нему система не обнаружила. И единственная система зафиксировала вход из города Иркутск. Подскажите, пожалуйста, данное действие совершали вы самостоятельно? Какого города? Иркутск. Иркутск? Да, все верно. Но я просто не в Иркутске живу. Мы знаем то, что ваш финансовый регион это город Якутск, и поэтому система нам отобразила красный индикатор напротив этой строки. Также видим информацию, то, что был зафиксирован вход в ваш личный кабинет из города Иркутск, мобильного устройства на базе Android и на базе iOS. То есть 2 раза кто-то пытался совершить вход в ваш личный кабинет. Также была попытка на восстановление логина и пароля от вашего персонального кабинета. Я так понимаю, данное действие вы не совершали. Я не совершал. Сейчас очень много мошенников, да, и где гарантия, например, что вы тоже не мошенники? Для начала посмотрите, пожалуйста, на номер телефона, с которого мы вам совершаем звонок. А это непосредственно 8... Я понял, но просто есть специальные программы, которые могут менять абонентские номера. Это элементарно, поэтому это смотрите, вы правильно все говорите. Смотрите, можно поделать номера телефонов только физически. То есть те номера телефонов, которые принадлежат непосредственно людям. То есть, допустим, ваш номер телефона легко будет поделать, а номера телефонов, которые юридические, которые принадлежат непосредственно компаниям, допустим, в данной ситуации, их поделать невозможно. Как бы вы ни старались это совершить, так же само, как и СМС-уведомления с наших официальных номеров, точно так же поделать невозможно. Хорошо. Это я вам гарантирую, поскольку мы ежегодно тратим на это миллиарды рублей. Для того, чтобы вы удостоверились, что я точно являюсь сотрудником, я вам сейчас направлю СМС-уведомление с нашего официального номера, для того, чтобы у вас более не возникало никаких сомнений. Также сейчас удостоверьтесь, пожалуйста, в номере телефона, с которого мы вам совершаем звонок. Введите, пожалуйста, в поисковую строку, которой вы пользуетесь, номер 8800 6 пятерок и в конце цифра 7. Скажите, пожалуйста, данный номер телефона. Скажите, да. Все-таки я этим техническим средствам не верю. Вот если вы сотрудник банка, то у вас по-любому должен быть мой паспорт сохранен. Вот скажите, пожалуйста, номер моего паспорта. Я не имею права разглашать такую информацию. Вы должны это вы же звоните конкретному лицу, значит, я Алексей Сергеевич. Но по регламенту нашего банка, конечно, не разглашаем, поскольку если я назову информацию касаемо серии и номера вашего паспорта, я за это буду оштрафован. Я не хочу этого. Я понимаете, я больше не знаю. Скажите тогда номер договора, который я заключил при открытии карты. У меня он под рукой. Вам продиктовать? Да, у меня он под рукой, я могу его поднять. Хорошо, какой у вас именно договор, который вы получали при получении нашей карты, либо же о комплексном обслуживании клиентов нашего банка? Какой именно у вас договор сейчас на руках? При открытии карты. Сейчас, одну секундочку, направлю информацию в технический отдел для того, чтобы они мне предоставили такие данные. Вы должны понимать то, что такой информации я пока что сейчас не располагаю. Как только мне предоставят такую информацию в технический отдел, я вас проинформирую. Благодарю вас за понимание. Спасибо. И попрошу вас ожидать на линии менее 1 минуты. Спасибо и вам.